24 января 2012 года в Лондоне закончил земную жизнь Равиль Бухараев, поэт, прозаик, публицист и мусульманский просветитель. Теперь, 5 лет спустя, для близких и друзей, для почитателей таланта начинается привыкание к жизни без Равиля Раисовича Бухараева. Начинается осмысление его непростой жизни и богатого творчества. Начинать надо с корней, конечно, да, вот. И время его становления, вот 60-е годы, вот, чем дальше они, да, тем более удивительным, мне кажется, люди того времени, да, вот. Ну, Николай Беляев любил говорить о времени после 20-го съезда, это называлось, да, как бы шестидесятники, это время колоссальных больших надежд, вот, время, ну, это же после то, что называется оттепель, а так мыслилось как некое возрождение, да, вот. Подтаяло, еще не замерзло, вот так что ли? Да, нет, тогда это воспринималось, значит, как, да, значит, как весна, да, и надежда на возрождение. Это как сейчас. Ну, это как сейчас. Да, постфактум это оценивается по-другому, и снова люди того же круга говорили, что история российской литературы делится на ранней репрессанции и поздней реабилитации. Да? Но вот это как раз время поздней реабилитации было. Вот. Но тогда это мыслилось как что-то грандиозное и продолжающееся, и слова застой, они как бы тогда и в голову прийти не могли. И не только литературное, но это творчество, да, это мы все помним, какое соцветие там поэтов, литераторов, прекрасных кинематографов, но и науки тоже. Да? Вот. Так что, ну, сказать, условное разделение на физиков и лириков тогда было популярное, одна из как бы общественных тем, но довольно пустая по своей сути, поскольку если лирики физикой, может быть, и не очень интересовались, то физики того времени, ну, в широком смысле, вот как бы, что называется, ученые братья, образованные люди, они, безусловно, интересовались и литературой, и были очень широко и глубоко образованными людьми, да, и вот мои родители, безусловно. Вот. И вот эта как бы среда, она сама порождала тягу к творчеству. Знаете, очень творчество. Безусловно. Вот. Нет, ну, отец, я вам могу доложиться, что бухараевские чтения уже проходят к 31 августа каждого года, посвященные отцу. Да. Почему отец, прочитав для него очень серьезное стихотворение сына, он был взволнован, что ушел даже в другую комнату от волнения. Он понял, что сын серьезный поэт. Вырос в поэта. Почему он был возбужден? Или, да, 5 лет тогда? 5 лет. Но почему он взволновался на 5 лет? Он уже там в «Пионерской правде» начал публиковаться. Какое-то стихотворение его взволновало. Ну, сейчас уже трудно, наверное, понять, какое именно. То есть для него это тоже было важно. А то другой бы сгоревал: ах, сын испортился, стишками балует. Вот. Не побил? Ну, штришок. Зачем? Они же его как бы сами стимулировали к творчеству. Вот. Так. Ну, вот маленький штришок. Один из стихов, сейчас я не помню, Равиля. Значит, когда мой папа играл на пианино. Да, значит, о музыке Бетховена. Откуда у него вот эти пристрастия как бы к западноевропейской классике, там, Бетховен? Это же от отца все. Да? Вот в фильме это есть все. Да, и отец сам был удивительно разносторонним человеком и масштабным, да, и вот он интересовался не только... Он начинал как геометр, как классический математик, потом стал, так сказать, одним из основателей кибернетической школы в России. Это тоже как бы своеобразный подвиг и риски с творчеством как бы всегда связаны.
Вот. Так что, понимаете, сегодня мы о Равиле говорим, понимаете, но я хотел возвратить на ту почву, на которой все это произрастает, понимаете. Это то, что называется все-таки татарская городская культура. Я не отделяю тут татарскую, как бы, ну, российскую, если хотите, да, вот. И это удивительная, как бы, вещь, которая сейчас закрывается, ну, такими слегка лубочными картинами. А вот посмотрите, как бы с одной стороны он возвращается к истокам, да, значит, скажем, в семье говорили по-русски, бабушки говорили по-татарски, да, вот это как бы времена излома, и когда как один из наших знакомых татарских поэтов сказал, немая интеллигенция, да, так сказать, это тоже 60-е, вот. Но он же открывает не этот лубок, да, а тысячелетнюю городскую культуру. Да. Да? Вот. Так что это совсем иной область. Теперь она становится вообще знаковой. А? Теперь вот это именно городская, немножко обрусевшая татарская культура становится вообще доминирующей, уже становится потихонечку. Да вот я как-то... Но она немножко сейчас У меня смешанные чувства, смешанные чувства на этот счет. Доминирует самовлюбленность, гордыня. Слово деревенский это уже давно условное понятие. Да. Ну, городской я имею в виду, конечно, русскоязычное. Русскоязычное я имею в виду. Русскоязычное, да. Ну, он же сам даже, вот у него есть книга «Золотые ступени», перевод Золотой Орды. Да. Перед ней целое огромное исследование о том, что татарская культура Вот, вообще имеет корни именно городские. Мы все любим этот сбор. Вы очень Самый верно светлый. заметили, да, вот его как Самый бы светлый. тяга вот к корням, как бы к эмоциональным, это глубокая дыра в сердце, это глубокий вакуум сердца, вот когда тоже в те же 60-е годы зародился, потому что вот это как бы и излом. С одной стороны, это была большая дружная семья, да, но вот этот как бы излом, татароязычные бабушки и дедушки, да, и ни в коем случае не научно-техническая богема, да? Так, а уже как бы вестернизированная интеллигенция. Вот. У папы, он был коммунист, да, поступил он в коммунистическую партию после 20-го съезда, после развенчания культа личности, писал письмо Хрущеву с проектами своими. Так вот, у него значит, портрет Кеннеди висел и бюстик Бетховена. Не лидеры, значит, да. Но вот это как вот такой вестернизированный. Так, и вот с тех пор, вот как бы и то, и это, с одной стороны, мы говорим, объемности, масштабности, но вот такого рода разлом они этот масштаб и порождают, понимаете. Вот. И одно из любимейших моих стихов, вот, самых ранних, ну я вот буквально зачитаю 4 строки. Значит, это разговор с двоюродным братом, ныне живущим исключительно славным человеком, Алмазом Пачкори, нашим большим другом, вот, который, значит, мать была татарка, отец грузин, вот, и, значит, естественно, разговаривали все как бы на русском с ним, вот. И он говорит, что вот твоя фамилия тебя оправдает, а мне что делать? Я Бухараев, как бы. Наверное, если учесть, читать известное будет только 4 стихотворение. строчки, потому что я хотел Извините, да. Вот, ну хорошо, вот буквально тогда 2. Как пасынок родного языка, живу, пишу и думаю по-русски. Да? Вот откуда все это идет. Невыносима туга или нет, не пропадут потуги. В том, что ты неплохой поэт, нет никакой заслуги. Сколько породы ради руды, как далека дорога. От человека исходят труды, все остальное от Бога.